Сегодня у нас круглый стол, посвященный 160-летию со дня рождения Коста Ливановича Хитагурова, великого остинского поэта, писателя, этнографа, художника, человека многих ипостасей, человека, который без всякого сомнения является одним из ключевых персонажей в остинской культуре и вообще в остинском самосознании, человека, который был одним из тех, кто сформировал вообще культурный код современного Остина. И в этом смысле день его рождения всякий это праздник, а юбилейный день рождения это праздник большой, серьезный, значимый. Мы сегодня здесь собрались не для того, чтобы говорить о его роли, вкладе и так далее, а о том, что личность поэта, личность Коста, она актуальна сегодня. Почему она актуальна, это, конечно, вопрос очень интересный. Я надеюсь, мы постараемся сегодня на него дать ответ. И к сегодняшнему же дню Московский межрегиональный фонд поддержки культуры и искусства «Мир Кавказа» издал небольшую книгу «Коста. Величие духа». Здесь собраны стихотворения Коста Ливановича на христианскую, на православную тему. Здесь собраны репродукции его работ, посвященных духовному в человеке. Здесь собраны репродукции фресок, которые он делал для Алагирского собора в Осетии. И в книге представлены материалы, подготовленные исследователем творчества поэта Тамиром Казбековичем Салбиевым, который здесь сегодня с нами присутствует. Прибыл буквально сейчас свежим самолетом, да. И рядом с ним автор фильма о Коста, известный кинорежиссер Рафаэль Сидракович Гаспарянц. Рафаэль Сидракович, современен Коста сегодня для кинематографа? Каждое новое поколение находит своего Коста и делает акценты на вещах, которые раньше были как бы приглушены, они были отодвинуты. Вот. Я так думаю, что у него еще потенциал не исследован. Я небольшой знаток языка, можно сказать, никакой, и наверняка есть что-то еще из такого трогательного, что может понять человек-носитель языка. Понимаете, вот это очень важный момент. Мне кажется, здесь есть потенциал большой, и мне кажется, еще появятся материалы, которые позволят нам во всей полноте увидеть этого гениального человека. Вот сейчас завершилась работа по дубляжу фильма «Фатима на остинский язык». Да, вот два слова, если можно. Это буквально позавчера. Это был такой как бы выход из положения, потому что очень многие звонили на студию, спрашивали, почему нет картины Фатима на остинском языке. Она была сделана, был дубляж. Я помню, когда приезжали артисты к нам в Доме радио, там Трапсаев и все, значит, другие участники участвовали в озвучании. Но потом куда-то это пропало. Копия, концов найти невозможно. Ну, раз звонят, два звонят, 3, 4. Я говорю, легче, наверное, сделать дубляж, тем более, что у нас есть специалисты, у нас было много лет кинопроизводства в таком, на хорошем уровне. Наши картины по центральному телевидению показывали, тогда единственному, всех охватывающему органу. Вот, и я с этой идеей пришел к Тимуру Кусову, руководителя филиала ВГТРК ГТРК «Алания». Он молодой человек, но он понял сразу все. Ну, я принес как бы бумаги, где состав группы, музыку, где искать. Ну, подробно все описано. Нам помогли в Госпфильмофонде, дали исходные материалы, музыкально-шумовую фонограмму, так называемую, которая необходима в этом случае.
И что меня порадовало, что большой энтузиазм был среди молодых людей, которых привлекли. Вот буквально 14 числа в Остинском театре состоялся премьерный показ нового дубляжа этого фильма. Судя по тому, что за полчаса, представьте себе, в Остинском театре зал забит до потолка, хотел сказать, в проходах стояли люди. И это, как бы, на мой взгляд, большая редкость. Это подтверждает ваш тезис о том, что интерес ко всему, что связано с Хитагуровым, он не гаснет, он будет развиваться по непредсказуемым направлениям, так скажем. Будут новые материалы, будет новое прочтение, я уверен в этом. Спасибо. Владимир Борисович Соскиев, руководитель фонда «Мир Кавказа», который явился инициатором издания вот этой книги, которую мы все сегодня можем держать в руках, смотреть, читать. Он же автор Коста в пластических формах, тоже свой взгляд, современный взгляд. Владимир Борисович, почему, мне кажется, почему выбрали Коста? Ну, не только я, лично Алан Касаев, Лев Дзугаев и Александр Борисович Татаонов, мы в целом решили вот такую задачу. Здесь присутствует еще коллега наш Гутиев Аузби, который издавал вот эту книгу. Мне кажется, она довольно, если брать конкретно, вот что здесь, то это материал, посвященный предстоящему, у нас же должны отмечать 1100 лет на, как бы в 2020 году, по-моему, да? В 22-м. 22-м. И она тоже что-то послужит этому случаю. Я хочу предоставить слово депутату Госдумы, во вторую очередь он депутат Госдумы, в первую очередь мы его знаем как русского писателя, Сергею Шаргунову. Сергей. Спасибо. Рад вас всех приветствовать. Имя Коста Хитагурова достойно не просто чествования и внимания, а восприятия этого человека как нашего собеседника и нашего современника. Кстати, главред журнала «Наш современник» Станислав Куняев рассказывал мне, что, будучи ребенком, заинтересовался литературой именно когда мать читала ему стихи Коста Хитагурова, буквально хрестоматийное стихотворение про бобы, если кто помнит. Знаете, голодные дети. Да. Вот, и чтобы их успокоить, она в этом котелке варит камни. И вот и дети засыпают. Конечно, сильнейший образ, а ведь это огромная удача для писателя найти нечто такое вот новое, пронзительное. Это, конечно, и страшный образ, и одновременно напоминающий о том, что такое сила любви. И вот Коста Хитагуров, если его читать, он весь полон не только тем, что можно назвать таким солнцем традиции. Он не просто привносил нечто классическое, создавая осетинскую литературу, в связи с чем его не случайно связывают и сравнивают с солнечным Пушкиным. Но, конечно, Коста – это еще и бунтарь, и мятежник, потому что у него было то, что есть у настоящего художника. Вот перед нами книга, где собраны именно религиозные тексты Коста. И интересно, например, как он интерпретирует историю с отсеченным ухом, когда, как мы помним, апостол Петр взял меч, и потом Спаситель исцеляет этого пришедшего его арестовывать солдата. И вот он пишет: «Один раба по праву друга трепал за фокусное ухо, другой искал кровавый след меча, но тщетно, его нет». Вот такая, видите, пластика. И драматизм, как бы, и легкая ирония.
это все происходит на фоне трагедии, уничтожения Мессии, Спасителя. Но вот они собрались во дворе, и в том числе вот взгляд художника. Увидеть этого самого раба-солдата, и что у него нет никакого чуда, ухо на месте, значит, это все кривотолки, разговоры толпы. В этом взгляд художника в одном четверостишии показать столь многое сразу. И здесь и простота, и легкость, и при этом мировоззренческая глубина, и каждый может находить в этом нечто свое. Я хочу сказать и об универсализме Костахи Тагурова. Это ведь тоже важный пример. Часто спрашивают, а вот как ты там все успеваешь? Или многие литераторы считают правильным брезгливо относиться ко всему, кроме какого-то узкого направления. И иногда это их право. Но на самом деле желание помогать людям, и его возмущение несправедливостью, и его смелость, и Коста как художник, Коста, расписывающий храмы, Коста автор романа, который оказался, увы, утрачен. Да, это ведь все тоже такой принцип возрождения, принцип эпохи возрождения. И вот эта работа с разными жанрами была и у нашего Пушкина. Это на самом деле здорово. Эти люди на самом деле предвосхитили нашу безумную эпоху, когда современный не только писатель, но прежде всего читатель разрывается на мелкие кусочки. Я хотел бы перевести наш разговор в практическую плоскость. Конечно, было бы здорово сделать на телевидении сюжет о наследниках, о духовных детях Костахи Тагурова. В своей программе «12» на канале «Россия-24» посвящу целый выпуск было бы здорово, происходящему сегодня в осетинской культуре. И одновременно есть журнал «Юность», где главный редактор с мая. И мы планируем сделать номер, посвященный осетинской литературе. Это должны быть и новые авторы, и матерые авторы, самые разные, но чтобы это было ярко и талантливо. И посвятим это Костахи Тагурову. Тут даже язык не поворачивается сказать его памяти, потому что он наш собеседник. И любовь, и отечество, и чувство родного и вселенского, которое в нем так, как и положено художнику, парадоксально сочеталось. Потому что целый мир – это и чужбина, да, и целый мир – вселенная, отечество мое. Вот это всегда так. И вот давайте же сделаем нечто, сделаем эти правильные шаги. Вообще мне кажется, что несправедливо и нечестно, что мало вспоминают Костахи Тагурова недолжным образом, хотя это ярчайший художник и человек, столько сделавший для людей, для культуры. И, кстати говоря, еще и герой. Просто герой, потому что вот он прямо просится в жизнеописание. Некоторые считают, что просится в житие. Это вопрос, повод для отдельного обсуждения. Но то, что это остросюжетная жизнь праведного человека, жертвовавшего собой и себя тратившего, это очевидно. То есть это не только прекрасная, изысканная и при этом очень близкая людям литература, но одновременно с этим это и жизнь и творчество, как выражались в Серебряном веке. То есть жизнь сама по себе, превращенная в литературу. Вот это действительно связь времен поколений, да, вот от века чернил и перьев к цифровым технологиям, примененным при озвучке фильма на сюжет Коста, и к современным технологиям, которые будут использоваться дальше, дальше и дальше. Но Коста все тот же. Вот он такой интересный. Спасибо большое. Тамир. Здесь известная картина «Скорбящий ангел». Она была написана по заказу священнослужителей. Предполагалось, что она будет висеть в храме. И когда пришли картину принимать заказчики, то разразился скандал. Потому что оказалось, что в «Скорбящем ангеле» легко узнается Анюта Попова, та самая, в которую он был безответно влюблен. Был скандал, был конфуз. В итоге она осталась у него.
понимал ли он, чем это закончится? Или он просто не мог как бы остановить свою кисть? Я думаю, что он все это делал осознанно. А к чему вот это все приводит? Это все приводит к тому, что он переводит вот этот иконописный сюжет из общерелигиозного измерения в личностное, в субъективное, привязывает его вот к тому пространству, к той жизни, которую он ведет. И дальше становится понятно, а в чем, собственно, смысл. А смысл-то в том, что крест ведь пуст, место свободно, и свободен терновый венец, который вот здесь повешен. И это место как бы, ну вот опять же выражаясь современным языком, да, и вот с такой некоторой иронией, оно вакантно. То есть оно ждет следующего, кто вот захочет. Эта иллюстрация, да, вот эта картина, она находит перекличку с его стихотворением. Значит, в его сборнике «Ирон Фандер» все стихи расположены совершенно в строгой последовательности. Сохранилось 3 рукописи, и они вот именно в такой последовательности там и представлены. Так вот, второе стихотворение в осетинской лире, оно по-осетински звучит так, оно просто начинается. Вот первое четверостишье. Маудыл хасаг, ана ансойва, мамады жанаг, мамардылкова. Ну и там дальше следует худжах масаттан и так далее. Значит, первое четверостишье. Пусть мой ангел-хранитель не знает усталости, и пусть буду я оплакан своими братьями и сестрами. Значит, по-осетински это потомством своей матери. То есть это вот такая этикетная фраза. То есть это сцена снятия с креста. И он ее примеряет к себе. То есть вот сюжет, который имеет такое всемирно-историческое значение. Не было художника, который бы... Анна Ахматова, да? Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где тихо мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. И эпиграф «Не рыдайте меня, мать, во гробе зряще». Вот это наполнение. И Ахматова здесь не случайно. Хитагуров – это поэт Серебряного века. Мы его как бы вот искусственно пытаемся сдвинуть вот ближе к Золотому веку, да, к Пушкину, к Некрасову. А если мы вспомним, с кем он учился в Петербурге, да, то многое станет понятно. Его однокурсниками были Врубель и Валентин Серов. И это не случайно. И он впитал в себя вот этот же дух. И поэтому, говоря, вот, допустим, об этой картине, мы можем говорить, что она выполнена в рамках реализма, как это делалось всегда. Мы можем говорить, что она отражает эстетику романтизма. Но мы, я думаю, не ошибемся, если скажем, что это все-таки символизм. И именно с этим символизмом и связан вот этот религиозно-мистический опыт, через который он прошел, и который сейчас совершенно явственно вот проступает через все его творчество. Его религиозность, она носит не обрядовый характер, вот, не внешний, а она носит глубоко внутренний, молитвенный. Вот в стихотворении Лагау, да, «Будь мужчиной», он, обращаясь к мальчику, как бы об этом и говорит.
фешт райшомой лагал, нах шапуной дахи, а маюшкув, хусау, фазахшандал махи. Встань утром, как мужчина, умойся, помолись, о Господи единый, защитой мне явись. Вот в астинском это фазахшан, да, глагол. Это то, о чем писал Лотман. То есть, определяя религию, он подчеркивал, что важнейшим признаком религии является вручение себя. И вот это вручение себя и было главным императивом, который двигал им по жизни. И вот этот его известный автопортрет, да, с учетом вот того, что я вам, да, рассказал, он вступает в перекличку вот со скорбящим ангелом. Этот автопортрет, он закомпонован вот таким округлым образом. И он сам себя изображает с непокрытой головой. Если вы посмотрите его фотографии, то практически таких фотографий нет. То есть в традиционном обществе не мог быть мужчина с непокрытой головой. Это должно было быть как-то ситуативно обусловлено. То есть, снимая головной убор, мужчина выражал свое почтение. Для чего Коста обнажил голову? Он примеряет терновый венец. И в осетинской традиции вот тернового венца как такового нет. Есть вот такой образ шензык утарыжат, то есть ангел тернового куста. Но есть зато вот такой очень важный атрибут, связанный с жертвоприношением. Значит, животное, которое предназначено для заклания, оно отделяется от стада. И это может длиться даже целый год, если это календарный праздник. Оно содержится совершенно отдельно. Его кормят отборным зерном. В его присутствии даже не повышают голос. Речи даже не может быть о том, чтобы его ударить. С ним говорят очень тихо и почтительно. Но в тот момент, когда его определяют, как вот предназначенное в жертву, ему на шею одевают резной амулет. Он по-осетински, по-иронски называется кабал, то есть катушка, вот по-дегорски гола. И во многих святилищах вот эти амулеты, да, вот на веревке, да, они в огромном количестве там, причем они подвешиваются. И само жертвоприношение, оно происходит в такой вот обстановке торжественной. Мужчины говорят тихими голосами. И делается это, вот это еще на моей памяти все было. Это все происходит обязательно в саду. И вот тогда становится понятен сюжет и моление о чаше. Это Гефсиманский сад. Значит, камень – это алтарь. Вот сцепленные пальцы, да, это путы, которыми связывают ноги жертвы. И ну вот тревожные, да, лиловые цвета, сиренево-лиловые, да, вот эти розовые. Но поскольку это сад, то это неминуемая победа жизни над смертью. Потому что зимой деревья уснут, но весной они обязательно зацветут снова. А осенью они принесут плоды. И вот эта метафора вечной победы жизни над смертью, она ключевая для Коста Хитагурова. И она проходит через все его вот творчество таким контрапунктом, красной нитью. И любой осетин
когда видит вот эту картину и читает ее название «Моление о чаше», он не может не представить себе вот эти известные резные деревянные чаши, которые в осетинской обрядовой традиции занимают центральное место, потому что именно с чашей в руках принято обращаться к Всевышнему. И потом из этой чаши первыми пригубят дети, потому что считается, что дети, они в плане душевном чистые, и поэтому молитвословие будет охотнее принято небом. И вот этот образ чаши, связанный с жертвоприношением, он сегодня показывает, каким образом Коста Хитагуров смог совершить свой главный подвиг, как ему удалось сделать, вот стать национальным символом. На стыке эпох, когда осетинский социум встретился с культурой нового времени, да, назовем ее европейской, происходил переход от культуры традиционной, этнической, к культуре национальной. Но при этом важно было выйти за узкие этнические рамки. Нужно было некое универсальное учение. И нужна была мировоззренческая платформа, которая бы обеспечила этот переход. И основой вот этого перехода для него стала тема не просто жертвоприношения, а тема самопожертвования. Самопожертвования. В традиции, когда вот, животное предполагается к закланию, то особо приветствуется, когда животное само идет, когда его не принуждают. Я ведь говорил, что бить исключено, повышать голос нельзя. И существует так называемый прихрамовый фольклор, связанный с разного рода святыми местами. И редко найдется святое место, о котором бы не рассказывали, как во время заклания жертвенное животное само, без какого бы то ни было принуждения, следовало к этому месту. Мало того, выбор святого места очень часто таким образом и определялся. Был эпизод в осетинской истории времен Коста Хитагурова, когда свирепствовала чума, значит, умирали целыми семьями. И вот житель осетинской слободки, это зафиксировано документально, Папу Гурциев, вот, да, ужаснувшись вот этому всему, он объявил, что он вот, приносит себя в жертву. Он пошел к святилищу, вот Иракова звар, и по-осетински называется, да, Артбахурта. То есть он сказал, что вот пусть остановится, я своей жизнью готов пожертвовать. Пришел домой, собрал своих сыновей и сказал, значит, завтра утром меня не станет. Вы идете, покупаете белого быка, вы его отпускаете и следуете за ним до того места, где этот бык ляжет. И вот где он ляжет, там вы его принесете в жертву. А на этом месте вы построите святилище. Именно так и было. Но самое интересное в завершении. Меня на кладбище не хоронить. Меня похороните в саду. Вот эта тема, о которой я уже говорил. И действительно, вот в книге церковных записей, вот здесь она есть, вот эта осетинская церковь, да, вот и Коста Хитагуров здесь похоронен. И сохранились книги, в которых вели записи рождений, отпеваний, да, крестины, отпевания. И вот там же есть вот эти, вот этот Папу Гурциев.
И до него вот так буквально семьями, а после него 2-3 случая, и действительно эпидемия сошла на нет. И это все было прекрасно известно Косте Ахитогорову. И вот эта тема самопожертвования, которая в эпоху особо воплощалась в воинском кодексе, в готовности умереть, «Башты шарвалтау, накалы матук», не проливаю я кровь в сражениях за Родину, но и в мирной жизни есть место для стойкости духа, для проявления силы воли, для готовности погибнуть ради другого. И вот эта находка Коста и стала вот этим мостом, который он перебросил из одной эпохи в другую. Поменял сознание осетин, обеспечил переход из традиций в Серебряный век, потому что сделал это в рамках эстетики символизма. И вот такой символ перехода – это его картина «Природный мост в верховьях реки Кубани». Сам мост, он природный, это вот периодически в горах происходило, когда скатывались огромные валуны, и они застревали между двумя берегами. И какое-то время они действительно служили в качестве переправы, в качестве моста. Но эта картина, она удивительна еще и другим. Значит, при ближайшем рассмотрении на ней изображен охотник в бурке с кинжалом, с ружьем за спиной. И он вот так, как подбоченясь, вот так бодро и весело смотрит на зрителя. А если от картины удалиться, то эта фигура меняет очертания. И вместо охотника там вот так контурно проступают две фигуры, переходящие с одного берега на другой. А если мы еще вспомним, что верховье реки Кубани – это вот это самое селение Лаба, которое стало его последним пристанищем, в котором сестра Ольга смотрела за ним, то возникает вопрос, кого он переводит на тот берег, кого он ведет вот в этот зачарованный мир. Сестру, отца, кого-то вот из своих соратников, о которых уже шла речь, да, с которыми он вместе учился. Но этот переход он совершил. И он перевел всех, кто готов был следовать за ним. Спасибо за внимание. Я очень рад, что здесь с нами сегодня Патимат Расуловна Гамзатова, кандидат искусствоведения, известный в России человек. Патимат Расуловна, член-корреспондент Российской академии художеств. Вот эта книга, она меня глубоко тронула, потому что, хотя эти стихи, они были в отдельных изданиях представлены, вот в таком виде собранном, религиозная такая составляющая Косты Ахитогорова, она впервые представлена. И я хочу поздравить с выходом этой книги, с таким прекрасным иллюстративным рядом. Вот. Ну, конечно, творчество Косты Ахитогорова, он дорог не только осетинам, но всем кавказским народам. И является основоположником не только осетинской литературы, но и вообще такой наиболее ранний поэт для всего Кавказа, для всего Северного Кавказа. Вот. Так что благодарю всех за этот прекрасный круглый стол. И нельзя не вспомнить еще раз Расула Гамзатовича, который очень любил приезжать в Осетию, вы знаете наверняка, да? Не было года, чтобы один, а то и два, а то и три раза он не приезжал, не общался со своими друзьями и многократно посещал Нар, родину В том числе и Коста. наш фонд «Мир Кавказа». На наших круглых столах он всегда присутствует. Вот. Сегодня здесь с нами большой русский писатель, друг Осетии Гарий Леонидович Немченко.
Пожалуйста, вам слово. Из моей станицы, вот из нашей станицы, из родной моей станицы, Отрадной, приехал сын. Он военный бывший, который в свое время пошел не за тех в 93-м и так далее, свое отстрадал, а потом занялся мирными очень делами, значит, архивным делом, и выпускает «Отрадненские чтения», вот такую, значит, толстую книгу, вот, которая, ну я готов, наверное, председателю, в общем-то, значит, в которой очень много осетинских фамилий обычно, да, а в этом номере, ну мы же не договаривались, и мы же об этом, так сказать, в этом номере как раз помещена большая статья Василия Орла, значит, вот о Коста Хитагурове, понимаете? Ничего себе. Да вот, Это какие-то высшие силы представьте. организовали это все, да. Ну а интересно. как? Вот я сказал, Господи, да как так вышло? Сегодня я позвонил своему руководителю, я председатель общества историков-архивистов Отрадненского района, а мой товарищ председатель общества историков-архивистов Краснодарского края. Он кандидат исторических наук, сотрудник Краснодарского архива, краевой архив Краснодарского края, государственный архив Краснодарского края. Года 2 назад он сказал, что нашел интересный документ о Коста Ливановиче, и вот я сегодня еще раз уточнил и попросил ему сделать срочную справку для сегодняшнего вечера. И прошу прощения, у меня с голосом что-то. Значит, о перевозке тела Коста Хитагурова. То есть это вот именно вот самое-самое, как говорится. В архивном фонде номер 454 канцелярия начальника Кубанской области и войскового атамана Кубанского казачьего войска Государственного архива Краснодарского края на хранении имеется дело со зловещим заголовком «Переписка о перевозке мертвых тел», датированная 1906 годом. По законам Российской империи родственникам умершего человека для того, чтобы перевести тело к месту захоронения из одного населенного пункта в другой, необходимо было и спросить на это разрешение губернатора в казачьих областях начальника области. Разрешение на перевозку мертвого тела выдавалось канцелярией губернатора или начальника области только в том случае, если человек умер от незаразительной болезни. Для этого делалось особое заключение врача, и при перевозке должны были быть соблюдены установленные санитарные правила. В указанном архивном деле среди умерших лиц, наряду с никому неизвестными людьми, казаками, купцами, мещанами, встречаются и известные на Кубани и в России фамилии. Так, например, с прошениями о перевозке мертвых тел к начальнику Кубанской области генерал-лейтенанту Дмитрию Александровичу Одинцову обращались родственники известного кубанского архитектора Никиты Григорьевича Синяпкина и ученого-хранителя минералогической коллекции Академии наук, знаменитого минералога, геолога, гляциолога Виктора Ивановича Воробьева. 20 марта 1906 года на имя генерал-лейтенанта Одинцова поступила телеграмма от войскового старшины Терского казачьего войска Хитагурова, брата великого осетинского поэта, художника и просветителя Константина Ливановича Хитагурова, следующего содержания. В селении Осетинско-Георгиевском Баталпашинского отдела умер брат мой Константин Хитагуров. Прошу разрешить перевести труп в Владикавказ. Разрешение благоволите сообщить атаману Баталпашинского отдела. На что уже на следующий день была отправлена ответная телеграмма. Объявите Хитагурову. Начальник области разрешил перевести тело брата его в Владикавказ с соблюдением санитарных правил, если умер от незаразительной болезни. 22 марта правитель канцелярии начальника Кубанской области Семен Васильевич Руденко телеграфирует во Владикавказ войсковому старшине Хитагурову. Перевозка тела разрешена начальником области
сообщено атаману отдела. Телеграммы подобного содержания им были отправлены на имя атамана Баталпашинского отдела Кубанской области и во Владикавказ в канцелярию начальника Терской области. По неизвестной причине атаман Баталпашинского отдела с отправкой тела Костахи Тагурова замешкался, на что 25 марта последовал гневный вопрос генерала Одинцова: «В чем же дело? С моей стороны препятствий нет». Только 26 марта 1906 года вопрос с перевозкой тела Костахи Тагурова во Владикавказ был окончательно решен. Костахи Тагуров умер 19 марта, он сказал, что есть данные, что и 20, и 25, 19 марта 1906 года в селе Георгиевско-Осетинском, основанном в 1868 году его отцом Ливаном Елизбаровичем Хитагуровым. Ныне это село Костахи-Тагуров Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики. Вот такой короткий доклад. Рядом с вами, между прочим, сидит еще один историк. Исмаил Алиевич, спасибо, что вы пришли. Я хочу оттолкнуться как раз-таки не от модного и современного, а хочу оттолкнуться от того, что называется у нас на Кавказе традицией. Это и не только на Кавказе называется традицией, но вот эти традиции мы, кавказцы, наверное, исходя из той природы, наверное, из той географических условий, как-то воспринимаем особенно. И вот все эти традиции невозможны без совета, без поэзии, без того жизненного понимания, которое отражено вот в произведении того великого поэта, которого сегодня мы обсуждаем. Я хотел бы сказать, что вот именно тот свободный дух, который дал возможность Кавказу за все это время просуществовать, и вот сохранение этого свободного духа происходит благодаря вот этих поэтов. И, наверное, все, что они вложили в наше понимание, делает нас вот теми, какими мы являемся, и все то хорошее, что они смогли вложить в нас, объединяет на сегодняшний день всех нас. Амирхан Михайлович Торчинов, вы же олицетворяете вот эту традицию многогранности, яркости, поэтичности народа. Спасибо большое. Я почему-то думал, что меня по возрасту пригласили сюда. Спасибо большое. Здесь вы будете в большой конкуренции. А вот в том, в чем в качестве, в котором присутствуете, вне конкуренции. Вот наше присутствие здесь, это вот то, может быть, величие духа, которое мы пытаемся у себя найти по крупицам, которое нас приблизит к Коста. Все, я думаю, что великие наши писатели, поэты, они всегда обращались к теме Коста. Вот сейчас в Осетии вышла очень хорошая книга Валентины Бязаровой, которая посвящена, там очень много страниц посвящено Коста, это замечательное произведение. И мне бы хотелось сказать вот какую вещь, на что обратить внимание, что Костахи Тагуров очень ревностно относился к поиску своих корней, и он свою родословную вел от нашего святого Хетага, знаменитая роща Хетага, и он был в 10-м поколении от этого, от 10-го коления он родился от Хетага. Писал на эту тему поэму, она не закончена, он только начало фактически предисловия было написано, но несколько лет тому назад не стало нашего, с моей точки зрения, великого прозаика Кайтукова Азамата, который поэму «Хетаг» написал в прозе, она так и называется «Хетаг», но она очень хорошо поставила все
на свои места и всю эту поэму. Мне бы, с вашего разрешения, она потом была переведена в поэтическую форму, ну, поскольку поэтическую, но мне бы хотелось вам буквально полстранички прочитать. Время тайны старые вскрывает, прошлое пред нами открывает. Оглянуться даже не успели, 10 поколений пролетели. В доме у почтенного Ливана, спрятанного сундука когда-то, золотые приоткрылись двери, звуки отца Мазовой свирели, вновь с радостью услышал целый мир. Коста родился, осетин, кумир. Друг за другом стаей журавлиной пролетают годы в край незримый. Сухи нам в лицо, пусть бьют ветра, проносится морозная пурга, древо, посаженное у Аштарджи, им не сломить, ему всегда цвести. Своим дыханием греет он зимой, а моет летом ласковым дождем. Пока земля и солнце влюблены в потомков Хетага, они полны желанием осветить собой весь мир, чтоб ветер счастья над землей царил, а роща Хетага и нар Коста надеждой согревают нам сердца. Вот как раз к вашему разговору, Хетаг, вот мы предки хетов. Вот, и как раз первый раз я познакомился с творчеством Косты Хитагурова, это его автобиографическая книжечка была небольшая. Я помню, в таком твердый переплет, но такой бумажный. Я благодарен всем организаторам, вот издателям книги, автору предисловия, автору фильма и вообще всем. Сегодня я очень многое узнал, которого я не знал. Ну, говорить, конечно, о Косте Хитагурове можно очень много. Но вот, извините, но все-таки мы должны помнить о себе, кто мы, откуда и куда мы идем. Герман Баштов. Спасибо. Я еще раз обращаю внимание, да, книгу с большой любовью, со вкусом издало издательство «Менеджер» под многолетним чутким руководством Аушби Хамбулатовича Гутиева. Аушби, спасибо вам большое. Я, как обычный ремесленник, выступаю, делая книги. Ну, насколько они хорошо получаются, это уже судить не мне, а обществу. Но пока что мне вроде бы удавалось делать книги, которые хорошо восприняты читателями и хорошо восприняты общественностью. По поводу Коста, это, как сказал Тамир, это действительно человек, создавший такой недоработанный на сегодня пласт знаний, пласт художественного такого объема, который требует дальнейшей работы. В частности, я когда-то по заказу, по-моему, к 150-летию Коста издал первый том «Поэзия». Он такой довольно средненького, с моей точки зрения, уровня получился, но там была задумка сделать трехтомник с большим комментарием, очень мощным комментарием к переписке во втором томе. На сегодняшний день, насколько я информирован, такой комментарий есть, и даже вышла книга. Но, оказывается, еще более глубокий комментарий требуется к его переписке. И точно так же требуется издание следующего, третьего тома, это его проза.
она столь же объемна и глубока, как и эти две предыдущие – поэзия и переписка с комментариями. Ну, не говоря уже о его исследовании его духовных устремлений, его дуальности верований, это уже тема, которой должны заниматься ученые, как наш уважаемый господин Салбиев Тамир. Спасибо за то, что хорошо оценена эта книга. Надеюсь, что мне удастся, не повторить, а улучшить. И, как говорили известные наши политики, углубить. Да. Александр Борисович Татаунов, во-первых, филолог. Во-вторых, председатель Совета Московской Осетинской общины, первый зам председателя парламента Северной Осетии, ну и тонкий, глубокий, неординарный человек, которого всегда интересно слушать. Спасибо, но сегодня я постараюсь избегать все-таки конкурировать. Это слово стало рефреном своеобразным нашего вечера. Поэтому я избегаю конкуренции с теми, кто, применяя свои фундаментальные знания, профессиональные навыки, помог нам еще раз погрузиться в мир Коста и еще раз насладиться всеми этими невероятными возможностями познания этого мира, который открывает само знакомство с Коста. А знакомство – это бесконечно, этот перманентный процесс, и он может продолжаться годами, он может продолжаться всю жизнь, потому что Коста – такой ключ к очень многим вещам. Как кто-то из великих сказал, для нас главное мерило – это все-таки горы. Так вот, приближение к горам создает у нас ощущение их все большего и большего величия. Но отдаление даже годами от великих людей производит, тем не менее, тот же эффект. Вот 160 лет прошло со дня рождения Коста, а он по-прежнему актуален. Как правильно сказал Сергей Александрович, он наш современник, он наш собеседник, он это великая и счастливая возможность продолжения нашего вот этого бесконечного процесса познания. Я хотел о некоторых вещах и надеялся, что буду оригинален. Вот. Наверное, это не вышло, но сказать я об этом, даже повторяясь, обязан. Мне все-таки кажется, что значение и важность Коста с годами все-таки перестают оцениваться в той необходимой степени, в какой это нужно делать. Я бесконечно благодарен Владимиру Борисовичу за его постоянный поиск таких возможностей, но подобный упрек адресую, начиная с самого себя и заканчивая всеми теми, от кого зависит решение этих вопросов, в том числе и здесь, в федеральном центре. Потому что юбилей Коста, я думаю, должен был быть обязательно в календаре федеральной повестки. Это событие, которое должно было к себе привлечь внимание всей общественности российской. Это событие, которое должно было стать цементирующим фактором, а мы в постоянном поиске новых и новых возможностей, каких-то национальных идей, каких-то инициатив, которые бы могли нас сближать, объединять. Ничто лучше так не сближает и объединяет, как подобное явление, каким является Коста. И вы видите, какое-то даже часовое пребывание здесь
Я Шаргунова причисляю к одним из заурядных наших современников, а тем более из плеяды молодых, вот, сделала его нашим великим союзником. И любой человек, который чуть-чуть хотя бы прикоснется к Коста, вот, он становится агентом нашего влияния в хорошем смысле этого, цивилизационном смысле этого слова. И мы обязаны как можно больше и чаще делать то, вот, чем нас заражает Владимир Борисович, чем увлечены Алан Касаев, Лев Бартуевич, Дзугаев. Это энтузиасты и люди, которые вот, постоянно ищут эту возможность. Ну, касательно темы и обсуждения, которое прошло здесь, я думаю, это был весьма интересный, полезный разговор. И каждый из нас уйдет отсюда с приятным ощущением того, что сделал еще какой-то подобный важный жест в сторону Коста, что сделал еще и то, чтобы имя это зазвучало и получило ту самую заслуженную огласку во всем сообществе, не только в осетинском, не только в общекавказском, а в общероссийском значении тоже. Коста – это явление общекавказской важности. Коста – это явление, открывающее нам некие возможности цивилизационного, интернационального какого-то характера. И мы обязательно должны этим пользоваться. Я еще раз приветствую всех наших земляков и всех тех, кому так важен Коста. Коста Ливановича с юбилеем, а нас всех с юбилеем Коста. Наши старшие хотели сказать несколько слов. Хотел бы вот маленькое сообщение сделать насчет Коста Хитагурова. Вот сын Гарри сказал, что в архивах там нашел. А я с детства знаю одну вещь. У меня отец в 30-е годы был филитонистом, первым профессиональным в Осетии. Ходов-заход. И мы с ним шли по берегу Терека как-то, напротив дома Поповых. Ну, мне было лет 5, он остановился. Он, Ирон Фандерон, наизусть знал всю книгу. Но тут он на русском языке начал читать стихотворение. Говорит, сюда посмотри. А там валун большой, прямо на берегу Терека был. Сейчас его закопали. И он мне говорит, ну тогда-то я не знал, Бабу Зангиев, знаменитый учитель из Алагира, который лично знал Коста Хитагурова, это, говорит, он мне рассказал. Коста Хитагуров приходил на этот валун, становился и ждал, когда же его возлюбленная выйдет там на балкон, там на мезонин, там выйдет, увидит ее. И этот я запамятовал, это я очень долго помнил, я даже статью как-то в России написал. И вот позавчера или вчера я смотрю, детишки возле дома Поповой стихи читают на трамвайных путях. А я об этом давно писал. Почему бы этот валун закопали, на котором Коста Хитагуров все время сидел, стоял там, ждал, когда возлюбленная выйдет. Почему бы его не выкопать? Почему пару скамеек рядом не поставить? Это же маленькие затраты денежные, это же мелочи. Цветы посадить. И детишки, вот как Ходов Коля сделал Лермонтову на валуне памятник. Почему вот Соскиев здесь? Почему ему бы там не поставить вот Коста Хитагурова бюст? Детишки бы там читали бы стихи. И гости Осетии радовались, туристов же много, и знали про нашего Коста. И никто не обращает внимания на это дело. На эту статью даже никто ничего, звука не сказал. Это в Осетии мало кто знает. А потом я даже узнал, что Попова еще вспоминала про этот валун. Он прямо находится рядом, вот где каштаны, вот эти, бульвар. И прямо вот тут рядом, его закопали. А валун, он такой большой, как на улице Кирова. Вот. Мы маленькие дети были, мы купались, все время на нем грелись, на этом валуне. И вот как бы в Осетии, чтобы как-то вот это оживить. Да, хорошая идея. Да, хорошая идея. И у нас же много скульпторов. Соскиев занимается, Коста Хитагуров. Почему ему не сделать?
Лермонтову вон какой памятник на валуне там поставили. Спасибо. Спасибо. Лев Бартович Жугаев, один из тех, кто организовал сегодняшний круглый стол, скромно просидел в дальнем углу зала. Пожалуйста, Лев Бартович. Я думаю, что в традициях наших народов это особо подчеркивается, что дом украшают гости. И если бы не пришли наши друзья, наши соседи, те, кто интересуется творчеством Коста, то, наверное, даже самые блестящие открытия, которые могли бы быть сделаны в ходе дискуссий, они не заблистали бы так, как это стало возможным благодаря тому, что вы сегодня все в этом замечательном зале. Я хочу, может быть, коротко продолжить то, о чем Александр Борисович сказал. Для многонациональной России 160-летие Коста Ивановича Хитагурова знаковое событие. И вот почему. Потому что в его творчестве и в его судьбе удивительным образом отразились уникальные процессы взаимодействия и взаимопроникновения народов и культур, которые развивались и развиваются на необъятных евразийских, российских просторах. И в этом колоссальное значение, и это сыграло не последнюю роль в том, что мальчик, родившийся, представим себе время, более чем полтора столетия назад в высокогорном осетинском ауле у подножия величественных вершин, покрытых вечными снегами, ему было суждено стать основоположником литературного языка осетинского, художественной литературы, основателем осетинской профессиональной живописи. И сегодня Тамир продемонстрировал те коды, которые в его картинах прочитываются профессионалами. И, наконец, ему суждено было стать страстным публицистом, который обнажал пороки того общества, в котором он жил, и страстным публицистом, когда защищал права обездоленных и угнетенных. Оставаясь глубоко национальным, впитав в себя, так сказать, исторические судьбы своего народа, он вывел самосознание народа на качественно иной уровень. И в чем это заключается? Потому что он раздвигал национальные рамки родной культуры, открывая ее для взаимного, равноправного диалога с российской и мировой культурой. Когда он провозглашает в своем произведении «Я не пророк, весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенное Отечество мое», он как бы предвосхищает наступление эпохи, когда наконец придет осознание того, что только в содружестве народов и культур человечество обретет достойное будущее. Поэтому Коста уже более столетия, его творческое наследие по-прежнему волнует умы людей. Он для нас дорог, как величайший гуманист, весь жизненный путь которого является ярким примером служения идеалам добра и справедливости. На рубеже 20-21 веков Международный звездный реестр своим решением присвоил имя Коста одной из звезд Вселенной. Я думаю, что это наше общее желание, чтобы звезда Коста никогда не угасала, оставалась путеводной для грядущих поколений, которые будут в своем стремлении неустанны в достижении тех приближений, как минимум, к тем творческим и нравственным высотам, которые мы сегодня ассоциируем с великим Коста. Огромное спасибо всем, кто принял сегодня участие в этом разговоре.